Скажіть, будь ласка, спершу про ваші емоції, ваші коментарі перші з приводу звільнення Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза. Ну, конечно, над Ахтемом Чийгоза я почти все время ходила на судебные заседания. Это то были отключения, то не давали разговаривать, то были, конечно, издержки такие. Ну вот в последнее время я думала, ну как это будет 8 лет, и как, ну думаю, все равно этого не будет. Вот как-то у меня внутренне было. С этой семьей я еще была знакома с Кубани. С 87-го года эту семью знаю. Они патриоты Крыма, они патриоты своего народа. Вот так, и маму, и папу покойную, маму тоже мы ходили на похороны, на это. Ну, очень сожалею, конечно, что так получилось, что он даже с матерью ему не дали встретиться. И то есть, даже похоронить не дали по-человечески, как сына. Ну, мне звонят сейчас, все звонят, спрашивают номера телефонов, ну, так как они знают, что я тоже не безразлична, и мой сын тоже уже, который уже почти 2 недели тоже сидит в СИЗО. Так, я якраз хотіла у вас спитати з приводу вашого сина, так якого затримали в Бахчисараї. Скажіть, будь ласка, ваш родич, так само ваш син під слідством, чого ви чекаєте від російської влади? Як ви гадаєте, його відпустять і на яких умовах? С Краснодарского края. Тоже очень такой патриотичный, еще на Кубани он такой был, не боялся ни должности, ни званий, что он потеряет свою должность. Он все время был на своей позиции. Хотя вот многие у нас были депутаты от Меджлиса, выбирались на Верховную Раду Крыма, и оттуда не возвращались, многие не вернулись в Меджлис. То ли что-то было обидно, что-то им что-то не та должность поддалась, не то. Но Ильми и Рифат Чубаров никогда не изменили и не изменяли Меджлису. Я рада, что у нас такая молодежь, такие у нас сыновья нашего народа. Пані Задія, я хочу вас запитати про вашого сина, затриманого у Бахчисараї. Він так само зараз під слідством. Скажіть, будь ласка, які новини є від нього? Чого чекаєте від російської влади? Як гадаєте, відпустять його чи ні? На яких умовах? Ну, от них я никаких иллюзий, ничего не это, потому что это уже у него второй раз, был первый раз ИВС его, а первый раз его посадили, то есть административный был штраф, потому что он объявил Джами, что там-то так-то по таким-то адресам идут обыски. Вот тогда. Потом еще второй раз ему 2 административно дали. Ну вот, мой сын тоже родился на Кубани, Ильми Умеров его с маленьких лет тоже знал. Ну вот, и первый раз у него тоже был как бы инцидент и в школе по этому национальному признаку по поводу 18 мая, что мы были предатели. Ну вот он такой у меня, не был патриот тоже своей с Крыма. Скажіть, будь ласка, наразі... Люди никаких не жду, потому что они ему вот ФСБ уже из подозреваемых сделали его обвиняемым, статус поменяли. Скажіть, будь ласка, наразі яка ситуація у Криму? Продовжуються якісь переслідування, якісь дії з боку окупаційної влади? Еще раз, что-то не поняла. Яка наразі ситуація, яка атмосфера у кримських татар наразі, які в Криму? Чи є якісь утиски чергові з боку окупаційної влади? Ну, вот у них, конечно, они очень бесчинственны. Вот этот обыск второй раз был очень такой агрессивный, очень такие несдержанные, и детей напугали. Но они вот нас пугают вот так вот. Хотят нас напугать. Дякую вам дуже. Спасибі вам за те, що ви знайшли змогу і долучилися до нашого ефіру з Одієси Лівак.